Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатум. Дорогие братья и сестры, хочу ответ сделать на приглашение дагестанцев на встречу общественной организации АУХ. 23 февраля это было. Но я это не знал и поздно узнал, что такая встреча там организовывается. Поэтому с удовольствием бы посетил это мероприятие, так как я имею косвенное участие в этом событиях депортации чеченцев. Поэтому я обращаюсь к организации АУХ. То, что вы делаете хорошее дело, дай Аллах вам помощь в этом. Желаю тем, кто приехали участвовать в этом мероприятии, эта дорога, чтобы привела вас вот этой же дорогой в рай. Просим у Всевышнего Аллаха, чтобы сделали вам там дуа о наших братьях и сестрах, которые пострадали 23 февраля 1944 году, чтобы Аллах эти дуа принял. И с каждым вашим словом там сказано, я согласен. Теперь, дорогие братья, я хочу эту организацию попросить довести мои слова до селения Тавзани называется. Это рядом с селением Махкита в Веденском районе. Мы, жители селения Сельдиц-Цуманского района, были переселены в это селение. В данный момент я проживаю в селении Манапхала Кизилютовского района. Оттуда мы переселились сюда, когда вернулись братья чеченцы. Теперь, что я хочу сказать? Я хочу обратиться к жителям Тавзани. Тавзани это селение так называл. Потом Киров-Юрт переименовали. Я хочу попросить прощения у этих жителей этого селения. Я не знаю, мои родители, я там просили это прощение или нет. Я не знаю, другое поколение впереди, которые мне были, сделали это или нет. Я от имени всего селения хочу выразить, просить прощения у жителей этих селений. Если там депортированные, вернувшиеся хозяева этих домов там нет, их потомков я прошу, ради Аллаха, простите нас, которые были заселены в ваши дома. Теперь, братья, дагестанцам тоже это, своим жителям тоже говорю, мы 13 лет жили в их домах. В частности, я родился в 1951 году в Тавзани, в доме чеченца. Мои родители там были переселены из Дагестана. Мы, дагестанцы дорогие, пили воду из их колодцев. Мы кушали фрукты от деревьев, которые они посадили. Мы питались огородом и землей, выращивали там овощи, фрукты и так далее, на ихнем огороде. Мы спасли скот на их полях. То есть эта земля, дарованная Аллахом им, мы пользовались 13 лет. Из-за этого я хочу попросить потомков тех депортированных, если депортированы сами живые, кто уже время-то прошло, простили наших жителей, сельдинцев. Сейчас в Маматкале мы живем, Манапкала живем, в Кизилютовском районе. Все-таки вы, братья чеченцы, знаете, что это не наша вина, так что случилось. Но тем не менее, мусульмане должны быть благодарными за то, что все-таки эти ваши все дома мы жили. Ваши что-то там мы испортили, что-то там происходило. Поэтому, несмотря на ничто, я не знаю, как люди это оценят, но
Я хочу, чтобы потомки тех депортированных чеченцев, у которых мы жили, не только я думаю, все дагестанцы, более сотни тысяч переселились в Чечню и Ингушетию. Они тоже такое же именно хотят, чтобы их родители простили, что они у вас в домах жили 13 лет, и что вы простили нас. Вот жизнь, дорогие братья и сестры, скоротечна. Поэтому то, что попросим у Аллаха, Аллах нам дуа перечислить. Мы просим Аллаха, чтобы нас, переселенных в Чечню, Ингушетию, тех, которых депортированных, наших братьев и сестер, вот объединили, встретились в раю вот так же, которые по пути умерли, которые там на чужбине умерли. Просим у властителей для воздаяния, чтобы нас наградил райскими садами. Вот что я хотел сказать. И это общество Аллах. Доведите, пожалуйста, я не знаю, где эта организация находится, это обращение к жителям Тавзани, сейчас я как называется, не знаю, это селение, и другим селам дагестанцы, наверное, тоже так же будут благодарны чеченцам, что в их домах жили, что случилось вот так, и это все по воле Аллаха. Альхамдулиллах Раббил Алямин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.